Как они будут развиваться, и все, ну, как бы, это элементарно для родителей, да? Просто чтобы вот чуть-чуть приняли во внимание, что как бы не против, но в то же время, короче, хотелось бы на том языке, в котором мы понимаем. И еще бы я хотела задать вопрос вообще о Кордайском районе. Почему-то именно в Кордайском районе ущемляются права учителей. Рядом у нас находится 50-я школа. Моя коллега попала под сокращение, когда уже поработала целый месяц. Она поработала целый месяц, набрала полный класс, у нее тоже большой стаж работы, и она попала под сокращение, класс ее сократили. Дети уходят из ее класса. Можно вот вопрос такой? Я вот первый раз просто слышу, чтобы педагоги сами себе набирали детей. Набор делали. Это у вас каждый год такая история? У нас родители приходят, и по желанию родителей. Кто хочет в русский класс, кто хочет в казахский класс. Только по желанию родителей мы набираем детей. Нет, я сейчас говорю не о языке обучения, а именно вот вы уже который педагог, который озвучивает, что каждый делает себе набор в класс. Как это у вас происходит? Да. Для меня это, честно сказать, немножко странно. Непривычно, да. Да. Раньше было, вот, например, у нас, допустим, 5 нулевых классов базовые, они переходят в первые классы. Потом у нас были участки. Вот каждому учителю дается определенный участок, определенные улицы, она их обходит, делает обход и записывает детей по годам. Какие подходят в нулевой, какие в первый класс. А сейчас у нас получилась, такая сложилась система, что дети по желанию, допустим, с нулевого А класса, допустим, дети могут пойти и в первый А, или в первый В, или в казахский по желанию родителей. Все по желанию родителей? Все по желанию родителей. Хорошо. Вот. И у нас вот такой вопрос. Могут ли закрыть учителя, который уже поработал целый месяц с классом? То есть работа есть, смысла нет увольнять человека? Да, конечно. Она уже работала целый месяц, без уведомления, без ничего. Вот ее сократили. Вот такой у меня вопрос. Это же все-таки государственное учреждение, это школа. Тем более у нас, вот наша школа, Жусупбека Мамютова, это школа с русским языком обучения. В нашей школе в основном это все русские классы с русским языком обучения, но параллельно у нас открываются, по желанию родителя, и классы с казахским языком обучения. В нашем селе есть отдельная школа, 13-я школа с казахским языком обучения. Но на самом деле, на практике, она пустует, потому что нет хороших специалистов. Уроки проводятся не на должном уровне. И многие родители изъявили желание учиться в русских классах. Мы, учителя, тоже изучаем государственный язык. У нас специально есть группы, мы изучаем этот язык. Но преподаем в русских классах. И у нас такая просьба. Почему именно сокращают эти классы? Открывают классы с казахским языком обучения за счет сокращения русских классов. Это нарушение прав родителей, это их желание, кому отдавать детей. Пожалуйста, разберитесь. В нашем Кордайском районе вот такой происходит беспредел. Далеко не ходить, вот такой пример. У меня сестра, у нее уже стаж 35 лет, с села Сортюбе, 17-й школы. Она учитель-исследователь с большим стажем, очень опытная. Тоже осталась без работы. По каким-то там родственникам дали классы, а ей класс не дают. Она у меня, тем более, мать-одиночка, у нее 4 детей. Родители написали заявление к ней, чтобы она вела их детей, но ей не дают класс. Ей дали работу профориентатора. Вот такое у нас беззаконие происходит. Это тоже здесь, в Кордайском районе? Да, это Кордайский район, ущемляет права учителей. Можно? Я учитель начальных классов. Погромче можно, пожалуйста? Я учитель начальных классов с 20-летним стажем работы. Работаю в этой школе уже 20 лет. Так как я учитель первого класса, я попала под сокращение. Но сокращение об уведомлении нам ничего не давали. Не было ни уведомлений, ни приказа, ничего не было. То есть официально вам... Официально не было ничего, документов ничего не было. Просто там голословно нам сказали, что вы попали устно, да? Устно, под сокращение. Но до этого нам обещали, что вы собираете детей, открываете класс.
мы собрали детей. У меня в классе 27 человек сидят, учеников. 27 сидят, мы уже целый месяц уже работаем. Уже сентябрь, конец сентября уже мы работаем. Но остаюсь без зарплаты, без ничего. Я не знаю, куда еще. То есть весь сентябрь вы проводили как положено занятия? Да, как положено. Дети ходят каждый день. 27 человек сидят у меня в классе живые. Нам теперь говорят, что мы, короче, попали под сокращение. У нас это какой предыдущий директор, да, вам сказал? Предыдущий директор Ембердиев Толиген Толибевич. До этого он нам сказал, что вы собираетесь. Устно, да, сказал? Устно. Что... Это какого числа было? Так, это в августе было. Когда он нам собирал, говорил, что собирайте детей. Мы собрали, но... То есть каждый педагог сам себе обеспечивал работу, да, собирая детей? Да, собирая детей, обеспечивать. Но до этого я в этой школе была на постоянном месте работала. Но уведомления ничего не получала, опция сокращения. Все, спасибо. Здравствуйте, я представитель родителей 12-й школы. У меня 2 маленьких девочек учатся в этой школе. С прошлого года учителя собирали детей в русских классах. До дня 1 сентября директор собирал всех, чтобы мы переводили детей в казахские классы. То есть директор вас пригласил родителей, искал всех детей с русских перевести, чтобы вы добровольно якобы перевели своих детей в казахские группы. И мы там бегали, много бегали. То, что по поводу заявлений писали, мы к ему обращались, к женсовету. И последнее мы сказали, если они не решат этот вопрос, мы поедем в районную прокуратуру. Но он сказал, что чтобы мы добровольно. Ну, это появляется, что... Это вот экс-директор ваш, да? Да. Ну, получается, нас же заставляют. А это же добровольные родители, кто хочет в русскоязычный, кто хочет в казахскоязычный. И наши учителя, они с прошлого года нас уже собрали, по домам они ходили. Вот, например, с 1 класса Рабия Бекеровна, с 0 класса Сафар Ташировна, они бегали. И вот как вот 1 сентября он не может этот вопрос решить. Мы заявление написали, к Атакуиму обратились. Через 5 рабочих дней он сказал нам ответить в письменном виде. Аким? И директор, и Аким. Мы потом подошли, к нему подходим, он избегает. Мы подходим, он избегает, нас собирает, а сам на собрание не заходит. Директор, да? Да. Мы только тут с учителями посидели, поговорили, но толку никакого нету. Через несколько дней вот так и дети учатся, а он говорит, что будет перевод. Каждый раз говорит, что будет переводить класс. А по поводу казахского класса он сказал, что держал, чтобы баланс. Ну, я думаю, что у каждого родителя есть свое право детей оставлять или в русскоязычном, или в казахском. Это выбор родителей. Но он нас заставлял, чтобы он переводил. Еще когда он говорил, что если хотите, забирайте детей в частную школу, в 10-ю. А у нас в Масанчине же есть казахская школа, полная 13-я школа на казахском языке. То есть смысла в принципе нет. Те, кто хотят, могут и в 13-ю пойти в казахский класс, и здесь у вас тоже есть казахский класс. Да. Но казахская школа у нас здесь тоже есть. 13-я наверху, там большая школа. Там дети полностью учатся на казахском языке. Все хорошо. А то, что это наше право, я хочу своего ребенка русскоязычного. С этой проблемой беспредела у нас в школе уже длится 3 года. 4-й год. Дело в том, что мы работаем в профсоюзном комитете. Погромче, пожалуйста. Да, мы работаем в профсоюзном комитете. И также я член женсовета села Масанчи. С этой проблемой мы уже бьемся 4 года, потому что у нас педагоги начальных классов постоянно обращаются, они обращались и во все общественные организации по этому вопросу, по вопросу ущемления прав тех родителей, детей и учителей, которые официально
изъявили желание обучаться на русском языке в школе. Также я в школе, помимо этих проблем, очень много других проблем. Да? То есть у нас в школе очень плохие условия для детей. Кабинеты, да, не соответствуют, вот есть, например, некоторые кабинеты, которые не соответствуют санитарным нормам, да? Дети мерзнут, да? Учителя мерзнут, антисанитария полная, да? В общем, администрация у нас вообще, я так посмотрела, что никаких мер не принимают. Вроде бы мы обращаемся, стараемся как-то работать, бьем тревогу, но нас не слышат, говорят, что все делается наверху. Наверху это значит в Курдайском районе, то есть в отделе образования Курдайского района и в Жамбылской области. Дело в том, что когда мы разбирались много раз по этим вопросам, буквально позавчера у нас было еще заседание с начальным классом, оказалось, что у нас, оказывается, в казахских классах сидят по несколько человек, и учителя, получается, что официально числятся как педагоги полного класса, да? А учителя, которые работают в русских классах и с 1 сентября по сегодняшний день ведут полные классы с русским языком обучения, оказалось, что несколько из них попали под сокращение. В прошлом году еще был такой инцидент, когда буквально собрали учителей начальных классов, и директор привел 2 специалистов казахского языка и прямо поставил вопрос ребром. Вот, пожалуйста, специалисты, 2 человека есть, значит, 2 класса закрываются. И вот этот вот беспредел постоянно. Хотя контингент у вас по количеству соответствует, да, в русских классах? Да. Тем более, как вы знаете, что в этом году ввели новое, да, новшество. Я думаю, что это сделано тоже неспроста, да, для того, чтобы было все прозрачно и чисто. Учителя начальных классов подавали заявки на портал, да, в русскоязычные классы, и все официально там зарегистрировано. Дело в том, что никто не выступает против казахского языка. Просто дело в том, что у нас есть очень горький опыт, да, по которому все село поднимало вопрос, общественность поднимала вопрос. У нас есть 13-я школа, казахская школа, куда, например, дети учатся, но родители не хотят отдавать туда детей. Сюда к нам в школу стекается очень большой поток учеников. Почему? Потому что у нас более-менее школа русскоязычная, дети хоть какие-то знания получат. А в начальных классах почему вот сейчас не отдают детей в начальные классы? Потому что у нас в школе тоже есть несколько классов казахского языка. В общем, мы поняли, что эти дети безнадежные. Вот сейчас у нас в школе... Слабо, да? Ну, слабый. Очень слабо, да. Видимо, в общем, прежде чем, например, открывать классы с казахским языком, наверное, нужна материальная техническая база. Специалисты нужны грамотные. Специалисты хорошие, да. Или хотя бы наших учителей переобучить как-то, да. У вас стаж работы сколько здесь работаете? 26 лет в этой школе. В этой же школе 26 лет работаете уже. Вы знаете, здравствуйте всем. С нами такое происходит после 7 февраля. В 2020 году, в сентябре месяце, нас хотели всех закрыть русские классы. Но мы тогда, учителя, вся начальная школа, мы тоже также наняли адвоката, попросили его нам помочь, и он нам помог. Нас тогда не стали нас закрывать. Открыли все русские классы. Потом, вот, каждый год у нас закрываются русские классы. По какой причине, мы сами не можем понять. Мы сами не можем понять, почему закрывают русские классы. У нас учителя остаются без работы. В этом году у нас 3 учителя начальных классов остаются без работы. Сейчас, например, на сегодняшний день сокращают 2 учителей. 2 женщин. Основание какое сокращение? Мы не знаем. Нам ничего не говорят.
просто сокращают русские классы. Это Нам предыдущий директор, либо же вот этот новый, сейчас исполняющий обязанности? Нет, это наш бывший директор Имбердиев Талиген Талибевич. Я к нему заходила. Он сказал, что это политический вопрос. Какой политический вопрос? На основании чего? Ну, президент же сказал, что русские классы должны быть. Но если родители хотят, чтобы дети учились в русских классах, так почему не могут? Есть учителя. То есть у вас насильно детей переводят с русских групп в казахские группы? Ну, не насильно, а по желанию. Кто хочет в казахские классы, пожалуйста. У нас есть казахская школа. Мы не против. Мы не против, чтобы открыть казахские классы. По желанию, пожалуйста. Но мы люди, которые хотим дать нашим детям и русское образование. Мои дети прекрасно владеют казахским языком. Сколько лет стажа у вас? Сколько вы здесь работаете? Мне уже тут 37 лет стажа. Я в этом году... В этой школе работали с 37 лет? Я в этой школе работаю с 82 года. Мне в этом году уходить на пенсию. И у меня это последний год работы. И это, как его... Родители, открывая русские классы, это все по желанию родителей. Заявление родителей есть, учитель есть. А почему не открывают русские классы, нам не говорят. Чтобы закрыть русские классы, нужны какие-то основания. Покажите нам. То есть вам со стороны министерства не показывали каких-либо документов? Даже со стороны с области нам никаких бумаг не показывают. Нам ничего не говорят. Просто сокращают русские классы. Пожалуйста, в казахские классы, пожалуйста, в русские классы. В этом году сокращают 2 учителей. Тоже не... Класс, у них, они набрали себе классы, 26 детей. Вот они до сих пор тарификацию пройти не могут. Уже месяц. Мы с 28 августа просим их. Нас только кормят обещаниями. Ждите, будет, ждите, будет. В районо и так далее обращались? Были в районо. Что вам сказали? Нам сказали, хотите в русские классы, езжайте в Россию. Дверь открыта. Вот так вам сказали. А кто это именно сказал? Аширбеков. Аширбеков это начальник? Зав районо. Зав районо, да? Да. Район у вас где находится? В Кардае. В Кордае, да? Да.